сегодня что обсуждаете? Какая цель встречи и кто пришел? Встреча эта организована от имени по поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который буквально 2 недели тому назад мы с ним встречались, говорили на эту тему. И необходимость эта продиктована отдельными, так сказать, негативными случаями, которые приписываются чеченцам, порой приписываются, порой они действительно находят отражение, да. Вот. И для того, чтобы все понимали, что Рамзан Кадыров контролирует ситуацию со своими земляками в разных регионах и Российской Федерации, и даже за рубежом, и мы не раз это демонстрировали, работу идейно-нравственную, морально-нравственную, как хотите, духовно-нравственную, мы ее проводим. И важность этой работы подтверждается тем, что Рамзан Ахматович в свое время подписал указ и подписал концепцию о духовно-нравственном воспитании, единую концепцию о духовно-нравственном воспитании чеченской молодежи. И вот в рамках его поручения, вот этой генеральной стратегии о работе с молодежью, и не только с молодежью, вообще со всеми возрастными слоями, потому что потребности есть не только у молодежи, да, естественно, взаимодействуя с органами власти субъектов Российской Федерации, с руководством этих субъектов, мы просто, как бы вам сказать, продолжаем генеральную линию Владимира Владимировича Путина на то, чтобы вот эти скрепы, о которых мы говорим, чтобы это был не разговор, а чтобы это была реальная идеологическая и социальная работа, чтобы люди, эта адаптация и адаптация сознания, да, чтобы люди понимали, что без нормальных отношений между представителями разных национальностей в разных субъектах говорить о мощной державе просто не приходится. Ее элементарно можно будет развалить путем некоторых манипуляций, которые, так сказать, называются мягкой силой. И с помощью этих манипуляций мы знаем и арабские весны, так сказать, да, мы с вами знаем и историю стран Восточной Европы, бывшую Югославию, что там творилось. Поэтому сначала раздор, а потом уже бомбы. Поэтому мы с вами должны вести работу с нашей молодежью, исходить из принципов общечеловеческой морали, из принципов наших религий, которые, в общем-то, диктуют, ну, берите там от Ветхого Завета, да, до коранических истин о любви, о миролюбии, о взаимном уважении конфессий и так далее, и так далее, и так далее. То есть этот кладезь у нас есть, главное, чтобы у нас была воля черпать оттуда эти знания, черпать оттуда это духовное наследие и богатство, исследовать его принципам, его канонам. И тогда нет никаких сомнений, что мы вернемся вот в то самое состояние, когда формировалась наша огромная страна, когда народы в основе своей по-разному, кто-то добровольно, кто-то провоевав, как это было на Кавказе, так сказать, провоевав какое-то время, десятки, а то и сотни лет некоторые, ну, как, например, чеченский народ добровольно не входил в состав России. Это братство было выковано страшными войнами, страшными битвами, когда и те, и другие пришли к тому, что да, действительно, и для чеченцев, и для русских благо быть в одном государстве. А вот в Башкортостане много ли ваших земляков живут? В Башкортостане, вот по данным, которые мне представил наш представитель главы Чеченской Республики, представительство непосредственно подчиняется нашему министерству. Вот, по этим данным, порядка 1500 чеченцев живут на территории республики, а в самой Уфе, если мы все слои возрастные берем, порядка 500 человек. Это, в общем-то, довольно солидное землячество. Но на земле Башкортостана нам легче, потому что вот как бы башкиры — это традиционные мусульмане. Естественно, у нас есть общее духовное, культурное наследие. Мы унаследовали великую мусульманскую цивилизацию. Разумеется, это именно те коммуникации, через которые мы
гораздо лучше понимаем друг друга. И опять же у нас есть общность вот в том, что и Башкирия, башкиры, которые были всегда на протяжении всей своей истории самодостаточным и воинственным народом, так сказать, тоже нашли свое достойное место в семье народов России. То же самое происходило и с чеченцами. Поэтому у нас очень много общего, очень много. А у меня еще вопрос, будет ли продолжаться вот эта работа с молодежью, воспитанию? Безусловно, она не прекращалась никогда, она будет продолжаться. Более того, если, так сказать, как говорят, совпадут звезды, то, может быть, я приеду с отдельными лекциями и как ученый, и как публицист, и как писатель. И хочу, чтобы эти встречи были не только с представителями нашей национальности, нашего этноса, да, но чтобы это были и башкиры, и русские, и евреи, и представители всех народов, которые живут в Башкортостане. И мне очень интересно увидеть эту реакцию. Мне очень интересно понять, насколько многонациональный народ России готов вот к этому рывку вперед, несмотря на санкции, несмотря на политическое давление, несмотря на козни, несмотря на розни, несмотря на ушаты грязи, несмотря на попытки, которые, так сказать, они хотят, чтобы они увенчались полным переписыванием историй тех же башкир, чеченцев, русских, чтобы раздробить нас всех. Чтобы каждый из-за нашей горделивости, из-за нашей вот этого снобизма, вот этого левого непонятного национал-патриотизма или ура-патриотизма, чтобы мы разошлись по национальным квартирам, и чтобы эта страна, эти громадные ресурсы достались другим хозяевам, другим так называемым транснациональным корпорациям, которые сегодня и выстраивают основные законы макроэкономики.